Слово «ипотека» становится для кыргызстанцев все более привычным и доступным. Решение жилищной проблемы продвигается сейчас в Кыргызстане очень активно. Под ипотечный кредит берут уже не сотни, а тысячи людей. Мы уже работаем ровно 2 года почти, как начали выдавать кредиты. На сегодняшний день у нас почти 2500 человек получили кредиты по программе «Доступное жилье» 2015-2020. И общая сумма более 2 миллиардов 700 миллионов сомов на сегодняшний день составляет наш кредитный портфель. Кроме этого, по этому первому направлению мы работаем с 13 коммерческими банками, но более активно у нас с 5-6 банками идет финансирование и кредитование нашей программы. И по второму направлению, это выпуск ипотечных ценных бумаг, мы уже на стадии выпуска первой эмиссии, она будет закрытой. И сразу, как только мы получим ресурсы после продажи этих ипотечных ценных бумаг, мы начнем финансировать население, которое работает в небюджетной сфере. Бурулбүбү Биймурсаева вот уже 20 лет работает в Нарынском государственном университете. Под Новый год исполнилась ее заветная мечта. Она приобрела большой дом по программе «Доступное жилье». Например, мисалы, мугалимдердин айлыгына. Построить или купить свой дом преподавателю раньше это для нас было из области фантастики. На это же целые года уходят. В настоящее время по ипотечному кредитованию мы для детей купили этот дом. Мы очень рады. Ипотечные кредиты в рамках государственной программы выдаются во всех регионах Кыргызстана. Нарын филиалынан 57 киши ипотека алды. В нашем Нарынском филиале получили ипотеку 57 человек на общую сумму более 42 миллионов. Они уже вносят первые суммы. Возвратность хорошая. Никаких проблем нет пока. Желающих приобрести свое жилье стало много после того, как проценты стали ниже. В сентябре 2017 года началось строительство многоквартирных домов эконом-класса в городах Бишкек и Нарын. На этом месте построят 31-комнатную и 32-комнатные дома для жителей города Нарын. Их станут выдавать государственным и муниципальным служащим. Если кыргызстанцам подходят условия банка, то они могут купить собственное жилье здесь. В городе Нарын на сегодняшний день первый дом начали строить. И второй дом мы начали в Бишкеке. Это продолжение того дома, который в 2013 году был начат, но остановлен из-за нехватки финансирования. Надеюсь, что в этом году мы сдадим свой первый дом в Нарыне к концу этого года, и наши граждане уже получат возможность без первоначального взноса получить квартиры по механизму аренда с последующим выкупом. То же самое мы предполагаем после завершения строительства нашего многоквартирного дома в Бишкеке. Надеюсь, что в начале следующего года мы его уже тоже сдадим в эксплуатацию. Квартиры будут предоставляться в статусе под ключ, а значит, будущим владельцам не придется заниматься отделочными работами. В ближайшем будущем планируется строительство жилых домов в остальных регионах, в том числе в городах Талас, Баткен, Джалалабад и Каракол. В этом году мы планируем также запустить механизм контрактной жилищные сбережения. Это по немецкой модели Бауспаркассы, то есть те граждане, которые не могут сразу собрать первоначальный взнос, им дается возможность в течение 3, 5 и 7 лет накопить первоначальный взнос, а потом уже подключиться к нашей программе по ипотечным кредитам. Государственная ипотечная компания вводит и другие новшества. Допустим, разрешаем нашим гражданам, которые подали заявки, попали под наши критерии, и если у них не хватает средств для того, чтобы обеспечить свою платежеспособность, мы также идем навстречу, то есть, вернее, наши банки-партнеры изучают их дополнительные источники, если они поступают от мигрантов, да, члены семьи, которые работают за границей, в Казахстане или в России, и их перечисления ежемесячные подтверждаются справками с коммерческих банков, то они тоже идут в расчет во время калькуляции платежеспособности наших граждан. То есть такие вот шаги с нашей стороны для облегчения доступа к ипотечным кредитам будут постоянно проводиться, и мы над этим всегда работаем.
На недавней встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым председатель государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев и министр финансов Атылбек Хасымалиев рассказали о текущей ситуации и предложениях по развитию строительства социального жилья и ипотечного кредитования. Глава государства отметил, что при установлении процентной ставки необходимо учитывать платежеспособность и социально-экономическое положение кыргызстанцев. 10-8%-дағы азыркы биздин кээ-бир соц кызматкерлерге айрыкча мына билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт, укук коргоо органдарына 10-8% мына орак болуп атты алганга, баардыгын тең мүмкүнчүлүгү болбой атат. Биз азыр айрыкча социалдык кызмат, укук коргоо органдарында иштеп аткан кызматкерлерге арзан турак жай менен ипотекалык кредиттерди арзан берип аларды камсыздыганды күчөтүш керек. Анан айрыкча биздин билим берүү, саламаттык сактоо, маданият укук органдарга бюджетте айлык алып аткан биздин кызматкерлерге буну 6%-га чейин түшүргөнү караш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что основным источником финансирования ипотечных кредитов на первом этапе выступают бюджетные средства и порекомендовал министру финансов в этой связи обеспечить бесперебойное и полное финансирование государственной ипотечной компании. А также была поставлена задача по выдаче кредитов для приобретения жилья под ипотеку для работников небюджетной сферы. Очень большую помощь оказывает правительство и сам президент, чтобы мы уже в этом году продолжили снижение процентных ставок. Как вы знаете, на встрече также был министр финансов, и они подтвердили свою готовность к тому, чтобы следующее субсидиарное соглашение по суде было уже на уровне 1%. То есть таким образом мы уже можем снизить нашу существующую процентную ставку с 8% до 7% годовых. Но она будет также дифференцированной в зависимости от первоначального взноса. Ну и я думаю, что в течение следующего года, то есть 2019 или по крайней мере до 2020 года, мы сумеем процентную ставку довести до 6% годовых. Государственная ипотечная компания и впредь будет изыскивать дешевые ресурсы, перспективные проекты по предоставлению госипотеки всем гражданам страны. Специально для этого идут переговоры со Всемирным банком, коммерческими банками страны. С каждым годом компания находит новые подходы, чтобы охватить программой «Доступное жилье» как можно больше людей. В 2017 году мы изменили некоторые условия, и если у кого нет первоначального взноса, то их доверитель там, или родственник какой-то близкий готов выставить там свое жилье в счет обеспечения первоначального взноса, то оно принимается в качестве залога, и этот человек уже может получить доступ к нашим кредитам. То есть вот такое вот послабление мы дали. Как вы знаете, когда мы начинали нашу программу, то процентные ставки были 12-14% годовых. На сегодняшний день они уже 8-10% годовых, то есть на 4% мы уже снизили. У нас уже есть примеры досрочного погашения. Правда, не всей суммы, а частично. Там есть некоторые гасят 15-20% сразу от суммы. Там бывает, что кто-то из-за границы побольше денег перечислили, они сразу стараются погасить, чтобы меньше платить по основной сумме кредита. То есть такие случаи тоже есть, потому что это нормальная практика, людям хочется поменьше платить. Поэтому вот таким образом они стараются уменьшить основной долг по кредиту. Есть уверенность, что в будущем государственная ипотечная компания станет устойчивой и стабильно развивающейся организацией страны. За счет долгосрочной и недорогой ипотеки кыргызстанцы будут приобретать собственное жилье. А это, в свою очередь, будет способствовать подъему экономики и строительной индустрии, росту объемов производства, продажи строительных материалов и повышению занятости населения.